Открытие центра Сасанов на базе колледжа искусств стало еще одним подтверждением того, что в Сибае культурное развитие находится на достойном уровне. Центр Сесенов под названием «Урал-Батыр» открылся на базе уже имеющейся школы известной сказительницы, лауреата международных конкурсов Асии Гайнуллиной. Здесь юные дарования Сибаи и всего Зауралья будут учиться игре на народных инструментах, таких как курай, кубыс, думбура, изучать историю родного языка и края, знакомиться с обрядами своего народа. Гостям было продемонстрировано техническое оснащение кабинета. После презентации Центра Сесенов участники совещания смогли оценить и вокальные способности студентов, а также уровень преподавания музыкальных дисциплин в колледже искусств. Впервые, можно сказать, посетил город Сибай, столицу Зауралья, и посетив ряд учреждений по подготовке музыкальных специалистов по музыке, по пению, художников, я вообще после увиденного остался очень такой вдохновленный руководитель, потому что действительно сегодня город Сибай является кузницей кадров для повышения уровня, профессионального уровня специалистов республики. Далее программу мероприятия продолжила пленарная часть совещания. Специалисты Министерства культуры республики выступили с докладами. Сохранение школ дополнительного образования в условиях оптимизации, создание соответствующих условий для детей с ограниченными физическими возможностями, соблюдение правил безопасности, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Вопросов и проблем в данной сфере достаточно. В ходе совещания у участников, в частности у начальников районных отделов культуры, была возможность задать волнующие вопросы и получить на них ответы из уст специалистов министерства. Выступающие отметили, что в некоторых муниципалитетах до сих пор нет своих музеев. 7 детских школ искусств республики не имеют лицензии на осуществление деятельности. Словом, обсудить было что. Мне очень приятно оказаться в своем родном городе Сибае, в котором я родилась и прожила 17 лет. Сибай за это время очень вырос, изменился и стал намного красивее, чем было раньше. Очень приятно. Что нам дают такие совещания? Во-первых, это, конечно же, они помогают всем начальникам отдела культуры в работе, помогают нам объединиться, помогают обсудить все насущные проблемы и вопросы. Обсуждение проблем культуры нашей республики, культурного обслуживания населения муниципальных образований, которые будут обсуждаться на таком уровне, конечно, это позволит, наверное, сдвинуть, легче решить те проблемы, которые сегодня существуют в отрасли. Пленарную часть совещания продолжил приятный момент. Работники сферы, отличившиеся в труде, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры республики. Мероприятие завершилось показательным выступлением учащихся из Туймазов. Республиканское совещание продолжилось в селе Тимясово Баймакского района. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.